В XIX веке на территории вокзала было построено деревянное здание с 4 башнями в восточном стиле. Оно было маленьким по размеру и вначале соответствовало требованиям времени. Но в связи со строительством железной дороги появилась потребность в большом здании. Старая станция была неблагоустроена, она занимала площадь всего 30 квадратных метров. В 1948 году на Закавказской дороге осуществлялась обширная программа по благоустройству, капитальному ремонту вокзалов и приведению в порядок посадочных платформ. И потому рядом со старым вокзалом была начата постройка нового большого вокзального здания. Строительство было характерно сложными конструкциями. Руководство работами и их исполнение осуществлялись опытными инженерами и квалифицированными мастерами. Особая четкость и строгое соблюдение чертежей требовалось от строителей центральной части здания, высота которой, с учетом башни, достигала 35 метров. Венчающая башня была завершена шпилем со звездой диаметром 1,20 м. Шпиль и звезда были покрыты нержавеющим металлом. Все 4 фасада здания вокзала облицованы белым камнем. При строительстве Сухумского железнодорожного вокзала была организована мастерская по обработке камня для оформления колонн, парапетов и фасадных частей здания вокзала. Здесь особо отличился резчик по камню 68-летний Андрей Иванович Красич. Самые сложные ажурные работы по камню выполнялись им. Именно он в день 70-летия Сталина послал в подарок любимому вождю сделанную им ажурную шкатулку из цельного куска мрамора и замечательной художественной работы чернильный прибор. Был выполнен большой объем по благоустройству привокзальной площади. Начальником этой стройки являлся Ахремчук. Некоторые предприятия города Сухум выполняли заказы строителей вокзала. Так, например, коллектив завода портового оборудования изготовил орнаментированные металлические витражи, которые были установлены в световых проемах вестибюля. Далее работники мебельной фабрики изготовили филенчатые перегородки из каштанового дерева. В центре потолка под большой орнаментированной розеткой была подвешена красивая 36-ламповая люстра. На фасаде здания, обращенном к перрону, читалась надпись «Станция Сухуми». Буквы были вырезаны в камне и покрыты бронзой. Величественное здание в неоготическом стиле построили по проекту архитекторов Ливана и Лолы Мушкудиани. Сооружение вокзального здания было осуществлено строительным управлением Министерства путей сообщения. Здание Сухумского железнодорожного вокзала сильно пострадало во время Грузино-Абхазской войны. Вокзал не функционировал 12 лет. Движение поездов прекратилось в 1992 году и возобновилось только в 2004 году. Лана, ну вот мы стоим с тобой уже у железнодорожного вокзала, ведь каждый житель, каждый отдыхающий, турист, который заезжает в Сухум, первое, что он видит, это вот это величественное здание. И можно с уверенностью сказать, что это визитная карточка города Сухум. И еще я должна напомнить нашим телезрителям, что весь XIX век вот в той стороне стояло маленькое деревянное здание вокзала в таком османском стиле, всего 30 квадратных метров.
В советское время, в 1948 году, здесь стали строить новое уже здание, и оно было 20 тысяч квадратных метров. Какие амбиции были у советского государства? 20 тысяч квадратных метров. Тут разместились все комплексы, которые к вокзалу принадлежат. Но самое интересное, что вот эти два здания параллельно существовали несколько лет. И только потом старое здание снесли. Итак, архитектура железнодорожного вокзала. Лана, что мы можем сейчас сказать, когда прошло столько времени, а оно все стоит и радует нас, несмотря на то, что немножко было, эти годы оно было заброшенным. Да, вот, Что мы можем сказать по архитектуре? со времени строительства прошло 74 года, но это здание до сих пор является, как вы сказали, визитной карточкой города, потому что это первое здание, что видит турист, посетивший наш город. Естественно, оно не все время было в таком состоянии. Были годы и взлета, и падения, к сожалению. Да. Но вот на этот момент оно в более-менее неплохом состоянии сейчас находится после ремонта. Надеемся, что и недостающие все элементы, и дверные оконные проемы, они также будут восстановлены в надлежащем виде. Но что хочется сказать, сейчас советской архитектуре уделяется не такое большое внимание, как архитектуре рубежа 19-20 веков, но в последнее время вот Абхазская железная дорога начала реставрировать, ремонтировать станции и вокзалы на территории Абхазии. И этот вокзал, он является самым крупным на территории Абхазии и самым интересным с архитектурной точки зрения. Потому что это здание, оно не похоже на все остальные вокзалы и станции, наверное, тем, что здесь присутствует башенка. Это здание, оно все вытянуто вдоль железных дорог, и это комплекс из основного здания и павильона с левой стороны здания и с правой стороны здания. Были также подсобные помещения, которые сейчас, наверное, утратили свой былой вид. И, кстати, это явилось одним из сложностей, наверное, потому что сама форма вокзала из разных нескольких зданий удорожила все строительство. И, наверное, пожалели об этом, потому что также было много средств потрачено на отделочные материалы, на все вот эти работы, из-за того, что это все делалось ручным трудом, то есть натуральный камень обрабатывали мастера по камню. Это все удорожило строительство. И также... Это очень характерно для советского периода, который не скупился на какие-то дешевые материалы. Здесь, если копители, то они вытесаны из камня. Да, благодаря этому, кстати, это здание и дошло до наших дней, потому Да. что некоторые другие станции, не в более худшем состоянии. Здесь использовались очень хорошие натуральные материалы. Вот фасад, центральная часть фасада, она была облицована известковым камнем шромского месторождения, а цокольная нижняя часть, она была гранитом облицована. Здесь в окнах и дверях, в тамбурах использовалось дерево, каштан. Двери, они были также красивые, с филенками. Сейчас, к сожалению, они не сохранились, но это все осталось в архивных материалах, фотографиях. Но я думаю, реставрировать надо, учитывая вот Конечно, эти да, чтобы фотографии. тот облик был возвращен, Да. нужно с использованием тех самых оригинальных материалов проводить все работы. Здесь также использовалась ажурная ковка над входом, тоже уникальная, местами сохранилась до наших дней, то есть она тоже подлежит воссозданию, восстановлению. Лана, а вот с точки зрения архитектуры, каких-то деталей, вот что ты скажешь? Мы видим здесь центральную часть и два боковых крыла, да?
правое и левое, видим веранды необыкновенные, видим балюстраду и так далее. Вот если рассматривать по деталям, все-таки у нас есть такая тенденция, мы к какому-то типу архитектуры все время хотим отнести здание, систематизировать. Вот вокзал, к какому бы ты отнесла типу архитектуры? Ну, Сухумский Стилю. вокзал — это все-таки омаж к классической архитектуре, которую очень часто любили использовать в советское время, потому что здесь присутствуют и ионические капители, и каринские капители. Здесь очень много из классической архитектуры элементов. Это и акротерии на углах здания, конечно же, Бельведер, но который не функциональный, но из-за его декоративности как раз и создается вот это все, наверное, богатство фасада. Ладно, так как в нашей передаче мы знакомим зрителей еще с какими-то деталями. Вот ты сказала о кротерии. Давай покажем нашим зрителям, что это те вот элементы в виде крыльев. Да, это навершие на углах крыши. Они называются Да. кротерии. Это из античной архитектуры элемент, который перешел вот в классическую архитектуру из советского периода тоже. Мгм. Акротерий, навершие, элемент, венчающий здание на его углах. Ладно, я вот честно признаюсь, это одно из самых моих любимых зданий, общественных зданий города Сухум. Вот мы стоим здесь у центральной части, и чувствуется, ну, такая мощь этого строения, эти колонны, этот необыкновенный фасад. Вот отсюда, что ты скажешь уже с этой стороны об архитектуре этого, не побоюсь слова, величественного строения? Авторы здания задумали его симметричным. Большое внимание уделили центральной части здания. Центральная часть она была выделена порталом трехчастным. И этот портал украшен колоннами, как мы видим. Есть боковые портики, они также украшены, но они не такие масштабные. Портик и портал объединены лоджией, которая также была украшена колоннами, а потолок их был кессонирован. Эти кессонированные потолки, они также были построены в помещении ресторана вокзала. Вообще помещения вокзала, их было достаточно много, они были масштабные. Был вестибюль, который также был операционным залом. К вестибюлю примыкали залы ожидания, и у одного зала ожидания был большой ресторан. В вестибюле ресторана они имели входы независимые, то есть можно было зайти из города, не посещая основной зал. И также был выход на перроны, да, которые были независимы. То есть предусмотрено все для того, чтобы было удобно людям. Для большого пассажиропотока. Да. Что касается вот этой лепнины, давай еще раз посмотрим, восхитимся, ведь это все вырезано по камню. Да, здесь была проделана большая ручная работа. Все эти элементы вырезались вручную. Здесь видны элементы классической архитектуры, вырезались вручную капители, ионические капители, каринские капители, а также карниз тоже вырезан вручную. Все это венчает очень интересная балюстрада. Но центральная балюстрада, она немного отличается, и все здание венчает бельведер с башенкой, с большой башенкой. Она была покрыта нержавеющей сталью. Со временем ее признали нефункциональной и ненужной, к сожалению, но я так не считаю, потому что это именно то, что, наверное, отделяет его от
других зданий Признали железной дороги. функциональным Бельведер? Да, потому что оно не несет никакой функции, кроме декоративной. На нее нельзя подняться, нельзя оттуда восхититься видом. Из-за того, что большая сумма была потрачена на него, посчитали ненужным, к сожалению. Вот какая была кухня, да, архитекторов. А мне кажется, как обычному жителю Абхазии, именно этот Бельведер, на нем больше акцент внимания, он такой воздушный, ажурный получился. И мне кажется, они сделали все правильно. Да, в основном у нас на территории Абхазии железнодорожный вокзал, у них плоское перекрытие, либо перекрыто куполом, а вот Сухумский вокзал, на нем есть башенка. Именно это ее отличает. Да. Очень много кессонов. Давай напомним нашим телезрителям, что кессоны, если раньше носили какой-то функционал, то в советское время все-таки это, скорее всего, декоративность. Да, это декоративный ход, так сказать. Да. Эти кессоны раскрашивались интересными цветами. Вот в Сухумском вокзале использовались сине-голубые оттенки, зеленые и коричневые оттенки в кессонах. Это чем-то должно было напоминать, наверное, небо, Да. так как это все-таки элемент потолка. Да, очень интересно. А вот эти орнаменты на вот этих атиках, или как их назовем, на Да. выступах, Это также цветочные мотивы, это пальметы, там изображены пальметы. Это тоже из античной архитектуры к нам пришло в советскую архитектуру. пальметы, кстати, повторяются в балюстраде, Да. которая на первом этаже, да? Да. Перекликаются какие-то орнаменты. Они не повторяются, все элементы здесь разные, они не повторяются, то есть видно, что они были изготовлены вручную мастерами, и они хотели привнести максимальное разнообразие в декор, поэтому мы им сейчас восхищаемся должным образом. Но то, что они повторяют один и тот же рисунок, говорит о том, что это комплекс, намек на то, что все это в едином комплексе. Ладно, ну какие еще архитектурные детали, которые, мелкие детали, которые бы мы хотели обратить внимание наших зрителей, на которые? Да, здесь использован один элемент интересный, это круглые завершения, круглые арочные завершения, также есть круглые элементы на фасаде. И также есть интересное круглое окно на уровне балюстрады. Оно, естественно, только лишь декоративное, но оно подчеркивает весь вот этот характер всего здания, сочетание круглых и прямых линий. И вот эти розочки, которые так удивительно сохранились, да? Да, и вот розетки, они также круглые, тоже с растительными элементами, выполнены резьбой. В 2024 году Управление Абхазской железной дороги провело капитальный ремонт кровли Сухумского вокзала. Были проведены работы по монтажу кровельных конструкций, установке покрытий. Во время ремонта были устранены дефекты, возникшие из-за погодных условий. Какие работы будут проведены в перспективе с этим вопросом, мы и обратились к руководству вокзала. Аляс, ну все жители Сухума следят за тем, что происходит на железнодорожном вокзале. А именно вот это здание. Но уже мы видим очень серьезные изменения к лучшему. Что было проведено? Расскажите нам, это тоже очень интересно, и с какими трудностями вы столкнулись, когда пытались все это восстановить? Здравствуйте. Да, на самом деле на железнодорожном вокзале города Сухум проведено было очень много мероприятий. Прежде всего хотелось бы отметить то, что была полностью восстановлена
кровельная часть железнодорожного вокзала. То есть вся кровля, она была заменена полностью. Все материалы, которые использовались, они все покрывались именно так, как было это раньше, до этого. Естественно, объем порядка 5000 квадратов, он титанический. И сам рельеф кровельного покрытия, он не такой уже и простой и обычный. То есть там сочетание разных применений, и желоба, водоотводы. То есть эта вся работа была очень кропотливая, тяжелая, трудная. Прежде всего, конечно, это кровля. Далее, прежде чем мы приступили к этой работе, соответственно, мы его временно красиво законсервировали. То есть мы можем наблюдать Да. фальшокна, который мы установили взамен профнастилу и фанеры, которые были там, для того, чтобы уже спокойно проводить внутренние работы. Параллельно мы застеклили, можно увидеть центральные портальные двери, мы полностью все заменили. В центральных частях арочные образования мы застеклили полностью, то есть привели его более или менее в надлежащее состояние. Ну, дальше отремонтировали и покрасили балясины по кругу всего вокзала. Над балясинами восстановили капельники, то есть чтобы вода уже стекала Да. в желоба и уже, соответственно, выходила вниз. Восстановили полностью все водостеки, то есть восстановили именно так, как они были ранее. Да? То есть такая вот большая работа была проведена до сегодняшнего момента. А как вы отмыли это здание? Ведь совершенно очевидно, что оно было темным, а стало светлым. Да, если сравнивать железнодорожный вокзал Сухума до начала этих работ и сегодня, то, естественно, будет заметно, что особенно с верхней стороны, часть, где расположены балясины, по кругу всего здания был чернь, был налет. При помощи разного рода смесей для ликвидации грибков мы проводили мытье здания вокзала. Соответственно, процесс, который был проведен, он виден. То есть вот это мытье, оно убрало краску, а камень каким был, таким остался. К сожалению, не всю краску нам удалось смыть, потому что краска была использована порошковая, поскольку это известковая, сами стены, они из известкового материала и очень глубоко пропитана эта краска, ее промыть, смыть было очень тяжело. И единственный способ для того, чтобы ее извлечь со стен, это пескоструй кварцевым песком. Это на сегодняшний день по квадратуре всего здания, это очень дорогостоящий процесс. Да. На сегодняшний день мы остановились вот на том, что есть, для того, чтобы осуществить работы на кровельном покрытии. Итак, камень, который обнажился после того, как вы отмыли, дальше какие действия вы будете предпринимать по фасаду? Далее также будет проведена более углубленная работа по очистке фасада. Вы будете их продолжать чистить? Да, будем продолжать чистить, приводить в надлежащее состояние. И дальше уже с определенными специалистами именно этого профильного назначения будем проводить определенного рода беседу для того, чтобы сохранить его, для того, чтобы не было в дальнейшем таких наростов, начернений. То есть будет проводиться работа для того, чтобы контролировать, следить за фасадной частью, чтобы оно было все в надлежащем состоянии. То есть вот этот известняк, которым облицован весь фасад, он будет не закрашен? Мы идем по этому пути, чтобы сохранить его именно в том величии, в котором он воссоздавался. То есть его ценность и значимость, именно архитектурная ценность. И от этих параметров мы будем стараться не отходить. Вот за это отдельное спасибо, потому что это на самом деле очень важно. Ну, естественно, это историко-культурное наследие, он один из самых крупнейших, наверное, скорее всего, на юге России. Да. Я не говорю за всю центральную часть и так далее России, да, то есть объемы титанические. Сама работа была выполнена, в общем, вы сами видите, в каком стиле, и именно поддерживать и держать его в надлежащем состоянии, это, естественно, задача. Далее у нас в планах заменить фальш-окна уже на нормальные окна, то есть все проемы они будут восстановлены по тем непосредственно узорам, по которым они были ранее. То есть, но они были железные решетки там были, да? Нет, такие? они были деревянные полностью, все оконные проемы были деревянные, все орнаменты они были
выполнены из дерева, То есть а, и будет деревянным. промежуточно застеклено. В данный момент идет соответствие, то есть по стоимости, по качеству, но то, что мы будем проводить эти работы в этом году, это однозначно. То есть в планах это стоит. В планах стоит запустить центральную часть, то есть это здание, оно должно работать. Пассажиры, которые, вы знаете, что у нас в планах есть уже не тестовые, а уже на регулярной основе прибытия «Ласточки». Да. То есть будем стараться создать все условия для того, чтобы в центральной части вокзала уже могли пассажиры как в зале ожидания ожидать, также ознакомливаться путем мониторного сообщения, да, о рейсах, убытии, о прибытии «Ласточки». Также далее кассы, камеры хранения, все это есть в планах для того, чтобы восстановить. Если мы обратим внимание на станцию в Да. конце перрона, то есть два здания, там вот первое здание это сама станция, мы провели фасадные работы, исходя из погодных условий, нам осталось только покрасить это все, привести в порядок, восстанавливаем здание санузла. Далее там у нас почтовое отделение раньше было, мы там будем организовывать багажное отделение для того, чтобы пассажиры, которые там камеру хранения будем организовывать, чтобы пассажиры могли в определенном месте оставить, там, условно говоря, свою тяжелую ношу, сумки, пройтись, дождаться и так далее. Далее мы также планируем всю вот эту территорию, которую вы сейчас видите, территорию перрона, привести ее в порядок, то есть снять старое покрытие асфальта, уложить брусчатку, создать более насыщенными клумбы, вот эту всю зону. Озеленить. Да, хотим озеленить и привести в порядок. Значит, здесь будет брусчатка. В планах есть такое, даст Бог, никаких сложностей Да. не будет, мы с этим справимся. То есть, если все будет хорошо, все будет нормально, будем потихонечку восстанавливать Сухумский ЖД вокзал. Давайте подытожим, Аляс, вот нашу с вами беседу, чтобы зрителям тоже было понятно. Итак, окна, фальшивые окна будут все-таки заменены Да, деревянными, как и было раньше, правильно? Будем стараться, будем смотреть, какие материалы можно будет Мгм. использовать, как это можно будет сделать. Однозначно фальшокна будут убираться и будет восстанавливаться фасад именно так, каким он был. То есть Мгм. без никаких изменений. Да. То, что восстановлено, но восстановлено не деревянные изделия. Да? Вот я на этом делаю акцент, потому что все-таки и двери, и проемы, все это было из дерева. Да, конечно. С чем связано то, что вы восстановили не деревянные? Мы поставили именно такие двери по разного рода причинам. Первое – это деревянный, это очень удороженный вариант. То есть эти проемы, все проемы из дерева, соответственно, это очень дорогое удовольствие и очень трудоемкий процесс. Вот, допустим, если взять вот эти арочные проемы, их воссоздать в том величии, в котором они были, это будет практически нереально, потому что объемы большие, размеры большие, соответственно, материал там должен использоваться совсем другого качества. На сегодняшний день это очень-очень удорожается, да, стоимость материала, поэтому было принято решение именно таким путем пойти. Мгм. И по разного рода другим причинам, то есть и сырость и так далее, все, что с этим связано. Мгм. Поэтому было принято решение установить именно такие двери, Мгм. окна. Ну, я думаю, то, что есть сегодня, оно намного симпатичнее и приятнее, чем было то, что до. Конечно, однозначно. Аляс, почему я делаю на этом акцент? Потому что наши архитекторы, все-таки, указали нам на то, что восстановлено не аутентичный материал. Мы исходим из финансовых средств, которыми мы обладаем, то есть и пытаемся привести максимально в Да. надлежащее состояние то, что мы имеем. Конечно, можно говорить о том, что, там, условно говоря, нужно обязательно, но мне кажется, по мере возможности нужно осуществлять реализацию тех или иных задач. То есть, если есть возможность сделать вот именно так, Да. насколько это возможно, то я считаю, что нужно делать, потому что тот вид, который был ранее, то есть это профнастил, это забитые куски фанеры, которые окрашены были в определенный цвет, мне кажется, это не очень приятно
Тем более Сухум — это столица, центр. Да. И лучше маленькими, но уверенными шагами достигать определенных целей, нежели ждать. Аля, спасибо большое. Из того, что вы нам обрисовали, мы уже буквально представили себе, это площадь с брусчаткой, это вот эти великолепные колонны, которые снова обретут свой первоначальный вид. И все это нас очень вдохновляет. Мы благодарны вам, что вы стараетесь вот такой объект довести до ума и все-таки вернуть жителям Сухума это великолепное здание железнодорожного вокзала. Аляс, ну вот эта вот мозаика, которая сделана из мраморной крошки, она вся потресканная, но вы, видимо, будете как-то это восстанавливать. Естественно, будем стараться к тому, чтобы соответствующее надлежащее состояние привести. Половое покрытие — это часть историко-культурного наследия, соответственно, это вся орнаментная мозаика и так далее. Все эти трещины, сколы, естественно, после проведения определенных работ все не будет именно таким, как оно было ранее, да, но восстановить это все, подмазать, закрыть и привести в надлежащее состояние, это вполне возможно. Будем стараться идти к этому пути. Тем более, что есть такие технологии, которые связывают вот эти трещины. Есть. Можно будет привести в более или менее надлежащее состояние. Сухумский вокзал – образец советского зодчества. Так могли строить только в стране советов. Мощно, монументально и оригинально. Само качество строительства говорит о том, что вокзал в Сухуми простоит еще очень долго, если дать ему вторую жизнь.